Здравствуйте, дорогие ребята! Я приветствую вас на нашем уроке чтения. И мы с вами продолжаем путешествие по разделу «Великие русские писатели». Сегодня, ребята, мы с вами прочитаем сказку Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». И сегодня на уроке, ребята, мы с вами продолжаем знакомиться с очередной сказкой Александра Сергеевича Пушкина. А также сегодня мы с вами познакомимся с его творчеством и автобиографией. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года. Родился он в дворянской семье. Отец Сергей Львович – небогатый помещик, человек образованный и хорошо знал литературу. Мать Надежда Осиповна Пушкина. Детей в семье Пушкиных было трое. У Александра Сергеевича Пушкина была старшая сестра Ольга Сергеевна и младший брат Лев Сергеевич. Любовь к родному языку Пушкину привели бабушка Мария Алексеевна, превосходно говорившая и писавшая по-русски, и няня Арина Родионовна. Александр Сергеевич Пушкин очень любил свою няню и ласково называл ее голубкой. Именно благодаря ей Пушкин полюбил сказки, ведь она с самого детства рассказывала самые разные волшебные сказки. У маленького Пушкина был гувернер-иностранец. И с 7 лет Саша начал изучать немецкий, английский и французский языки, поэтому первые стихи он написал на французском. С 9 лет у Пушкина появилась страсть к чтению, но из всех предметов Саша так и не полюбил арифметику. В 12 лет Александр был отвезен учиться в новое, только что открывшееся учебное заведение – Царско-сельский лицей. В 1820 году в печати появилась поэма «Руслан и Людмила», которая принесла славу поэту. Всего Александр Сергеевич Пушкин написал 783 стихотворения, 14 поэм, 1 роман в стихах, 6 драматических произведений, 7 сказок и 15 произведений в прозе. Сказки Пушкина – это бесценная жемчужина русской и мировой литературы. Каждое новое поколение вступает в жизнь вместе с удивительными сказочными персонажами, созданными гением великого русского поэта. Так давайте же мы вместе с вами послушаем одну из его сказок. Сказка о рыбаке и рыбке. А хочешь сказку о рыбаке и рыбке? Слушай. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морскою. В 3-й раз закинул он невод, пришел невод с одною рыбкой, с непростою рыбкой, золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой, за себя дам откуп. Откуплюсь, чем только пожелаешь». Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово: «Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе». Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо. «Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему, — говорила рыбка, — домой в море синее просилась, дорогою ценою откупалась, откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с нее выкуп, так пустил ее в синее море». Старика старуха забранила: «Дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки. Хоть бы взял ты с нее корыто, наша-то совсем раскололась». Вот пошел он к синему морю,
Видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, разбранила меня моя старуха, не дает старику мне покою, надобно ей новое корыто, наша-то совсем раскололась». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто». Воротился старик ко старухе. У старухи новое корыто. Еще пуще старуха бранится: «Дурачина ты, простофиля! Выпросил дурачина корыто, в корыте много ль корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке, поклонись ей, выпроси уж избу». Вот пошел он к синему морю, помутилось синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, еще пуще старуха бранится, не дает старику мне покою, и избу просит сварливая баба». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом, так и быть, изба вам уж будет». Пошел он ко своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичную беленую трубою, с дубовыми тесовыми вороты. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает: «Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил простофиля избу! Воротись, поклонися рыбке! Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой!» Пошел старик к синему морю. Неспокойно синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою, уж не хочет быть она крестьянкой, хочет быть столбовою дворянкой». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом». Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий терем, на крыльце стоит его старуха, в дорогой собольей душегрейке, парчевая на маковке кичка, жемчуги огрузили шею, на руках золотые перстни, на ногах красные сапожки, перед нею усердные слуги. Она бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе: «Здравствуй, барыня, сударыня, дворянка, чай теперь твоя душенька довольна?» На него прикрикнула старуха, на конюшне служить его послала. Вот неделя другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает: «Воротись, поклонися рыбке, не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольную царицей». Испугался старик, взмолился: «Что ты, баба, белины объелась? Не ступить, не молвить не умеешь? Насмешишь ты целое царство!» Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа: «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, дворянкой столбовою? Ступай к морю, говорят тебе честью, не пойдешь, поведут по неволе». Старичок отправился к морю. Почернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, опять моя старуха бунтует, уж не хочет быть она дворянкой, хочет быть вольную царицей». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом. Добро, будет старуха царицей». Старичок к старухе воротился. Что ж, пред ним царские палаты. В палатах видит свою старуху, за столом сидит она царицей.
Служат ей бояре да дворяне, наливают ей заморские вины, заедает она пряником печатным, в круг ее стоит грозная стража, на плечах топорики держат. Как увидел старик и испугался, в ноги он старухе поклонился, молвил: «Здравствуй, грозная царица, ну теперь твоя душенька довольна». На него старуха не взглянула, лишь с очей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, старика за шеи затолкали, а в дверях-то стража подбежала, топорами чуть не изрубила, а народ-то над ним насмеялся. «По делам тебе, старый невежа! Впредь тебе, невежа, наука! Не садися и не в свои сани!» Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает, отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха: «Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть вольную царицей, хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках». Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить. Вот идет он к синему морю, видит на море черная буря, так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, что мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках». Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а пред нею разбитая корыто. Ребята, вам понравилась сказка? Давайте скажем спасибо нашему замечательному читателю. А теперь, ребята, давайте мы с вами ответим на вопросы. О чем рассказал старик старухе? Что сказала старуха? Куда отправился старик? Каким было море? Что попросил старик у рыбки? Что ответила рыбка? Молодцы, ребята, вы правильно ответили на все вопросы. Ребята, а давайте мы с вами дадим характеристику нашим героям сказки. Например, старик добрый, старуха злая. Из данных слов, ребята, продолжите ряд. Молодцы, ребята, вы отлично справились. А теперь, ребята, давайте мы с вами закрепим наши знания. С какой сказкой мы познакомились сегодня? Верно, ребята, мы с вами познакомились со сказкой Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Прочитайте слова. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Ребята, а какой же урок преподал нам великий поэт Александр Сергеевич Пушкин? Хорошенько подумайте и ответьте на вопрос. Ребята, на домашнее задание подготовьте выразительное чтение сказки Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». И устно ответьте на вопрос. Если бы вы поймали золотую рыбку, какое желание бы загадали? На этом наш урок закончен, ребята. Спасибо за внимание.